Здравствуйте, в эфире итоговая информационная программа. Меня зовут Константин Куцвалов. Смотрите выпуски. В правительстве региона сегодня вручили государственные награды Тувы, отличившимся на трудовом поприще. Республика названа среди самых активных регионов России по числу голосов за будущие объекты на 2023 год. Расскажем, где будет школа и детский сад на Вавилинском затоне. Сегодня последний день праздника топора. Подробности творческого конкурса. Близится чемпионат России по вольной борьбе. Как готовятся тувинские спортсмены. И животноводы Тувы в Чите выиграли Ниву. В правительстве Тувы сегодня вручили государственные награды отличившимся на трудовом поприще. Отмечено 25 профессионалов своего дела. Чуть ранее Орденом Мужества посмертно наградили военнослужащих, которые проявили героизм во время специальной военной операции. Государственные награды вручили семьям погибших. Подробности у Сайгына Бюрбю. Через несколько минут в главном зале правительства Тувы состоится церемония награждения, приуроченная ко Дню России. Награждаемые заметно волнуются их родные и коллеги. 25 государственных наград Тувы ожидает своих владельцев. В списке награждаемых врачи, работники культуры, спортсмены, социальные работники, ветераны труда, сотрудники МВД, службы судебных приставов и пенитенциарной системы. Мы гордимся Россией и прежде всего людьми, россиянами, которые своим трудом, делами, достижениями прославляют свою Родину. Сегодня мы вручаем государственные награды своим землякам, жителям Тувы. Это люди разных национальностей, возраста, профессий. Наивысшей наградой региона орденом Республики Тыва награжден Мадрол Ховалы, член Союза писателей России, народный писатель Тувы, публицист. Мадрол Барташтанович всю свою жизнь посвятил альпинизму. Так получилось, что я случайно занялся промышленным альпинистом. И таким образом в 1972 я получил звание чемпиона России. Почетное звание Хартыга-Мөге Республики Тыва присвоено молодому, но уже проявившему себя борцу Аясу Кула. Почетной грамотой главы Тувы награждено 2 человека. Почетные звания «Заслуженный работник Республики Тыва» в различных сферах деятельности присвоено 15 жителям. Медали республики за доблестный труд вручены 5 передовикам и ветеранам. Орденом Республики Буян-Бадарги 3-й степени награждена главный врач инфекционной больницы Анна Сарыглар. Но от себя лично хочу сказать, что дальше будем работать во имя здоровья нашего населения. А всем своим землякам хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и счастья. Накануне заместитель председателя правительства республики Тимур Кулар и председатель Тувинского парламента Камол Дава вручили боевые награды членам семей воинов, павших при выполнении боевых задач на Донбассе. За мужество, отвагу и проявленную самоотверженность при исполнении служебного долга указом президента России Орденом Мужества посмертно награждены 7 военнослужащих из Тувы. Сержант Виктор Аюн, рядовой Айхерел Кулар, сержант Сергей Бичол, рядовой Сайдаш Кыргыз, рядовой Андрей Андреев, ефрейтор Чичигол Мангуш и рядовой Арсен Чульдум. Я горда получением награды сына. Его уже нет с нами, как 87 дней, но он останется в памяти, в сердцах наших вечно. Учился в медицинском колледже на клинического лаборанта и изъявил желание служить Родине. Мужество проявленное послужит примером для тех, кто продолжает служить отчизне. Пока есть такие парни, наша отчизна непобедима. После окончания специальной военной операции в память о героях выпустят книгу. Имена наших героев, погибших в сражениях с нацистами, будут увековечены в названиях улиц городов и сел Тувы. Им будут посещены уроки мужества в школах.
Наши земляки, продолжая славный путь предков, воинов-добровольцев, проявляют чудеса боевого мастерства. Доказательство – письмо командира добровольческого отряда на Донбассе, направленное Владиславу Хавалыгу, в котором описан героизм Тувинского взвода. Об этом говорят и другие командиры подразделений, где служат бойцы из Тувы. В завершение процитирую слова президента России. Наши военные, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса, герои. Все без исключения. И именно так, как героям к ним и нужно относиться. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Мирана Иргит, Тува-24. В Туве подвели итоги голосования за территории, которые в следующем году обустроят. Это часть проекта формирования комфортной городской среды. В процессе участвовали 69 проектов из 19 муниципалитетов. Приятный момент. Тува названа среди самых активных регионов России по числу голосов за будущие объекты на 2023 год. О результатах расскажет Инна Клоян. Проект формирования комфортной городской среды работает в Туве с 2018 года. Сделать город или любой другой населенный пункт безопасным, удобным, экологически благоприятным и привлекательным – таковы цели этой программы. Так, активное участие приняли жители Тоджинского района. Мы набрали более 900 голосов, то есть мы перевыполнили квоту, которая нам была поставлена. И в результате чего благоустройство набережного моста выиграло и будет реализовано в 2023 году. Качественное благоустройство возможно только при участии граждан. Поэтому еще одна задача проекта – сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды. В работу включились и волонтеры. Они работали с жителями республики, чтобы они голосовали за объекты. Они через свое приложение могли внести их голоса, если у них нет возможности проголосовать через госуслуги. Общее количество голосов на сегодняшний день по итогам голосования составляет более 50 тысяч человек. Активность показали жители Барума и Кахема. Например, в селе Эрги-Барлык в будущем году благодаря проекту благоустроят молодежный парк, а дерзикаксынцы добились благоустройства территории Дома культуры. В Кызыле уже обустроены автобусные остановки с павильонами на Вавилинском затоне, аллея в микрорайоне Южный, сквер на улице Калинина и в микрорайоне Спутник. Для граждан, ведущих здоровый образ жизни, проложена велосипедная дорожка от коммунального моста вдоль дамбы в западную сторону. Общая протяженность велодорожки 2 километра 400 метров. Получается, данная велодорожка обустроена со скамейками отдыха. И вот начало велодорожки в западную сторону тоже установлена опора освещения. В будущем 2 велодорожки планируется соединить в одну. Нами запланировано соединение 2 велодорожек. Получается, от коммунального моста в западную сторону и от коммунального моста в восточную сторону. Именно вот соединение 2 велодорожек запланировано. В этом году по результатам голосования в столичном микрорайоне Южный в дополнение к аллее благоустроят сквер по улице Московская. Третьим объектом федерального проекта стало благоустройство прилегающей территории у подножия горы Дагэ. Все строительства включают в себя 3 этапа. Одним из этапов уже завершен. Подрядчики оборудовали большую парковку для машин. Помимо парковки здесь запланировано устройство навеса, в котором жители, гости столицы могут, куда поднимаются на гору Дагэ, спускаясь, отдыхать, то есть там будет лавочка, сиденье и рядом прорезиненное покрытие, и там будет установлено турникеты для занятий спортом. Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию до начала осени этого года, а исполнители федерального проекта максимально пытаются привлечь граждан в голосовании. Таким образом, данная программа работает и работает благодаря жителям города Кызыла, которые сами выбирают, где какой объект благоустраивать. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные. Также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Инна Клоян, Буян Аюн, Шалбан Мангуш, РС Мангуш, Азамат Ачур, Тува-24. Вопрос. Где будет школа и детский сад на Вавилинском затоне? Известно, что подрядная организация «Авангард» составила эскиз будущих объектов, а в Министерстве земельных и имущественных отношений Тувы его одобрили.
Кадастровые работы должны были провести до 6 июня. В этот же срок нужно было подготовить 11 гектаров земли для строительных работ. Тему продолжит Айдана Хавалык. Строительство школы и детского сада особенно актуально для семей с Вавилинского затона, который разрастается с каждым годом. Но земельные участки принадлежали Пихемскому району и только с 2019 года переданы Кызылу. Именно в это время ситуацией воспользовались мошенники и распродали участки. А жители, построившие дома у будущей школы на 8-м километре, приобретали земли дороже обычного. Я приобретала участок в 2016 году за 450 тысяч. Сколько у вас детей? У меня 4. В следующем году 2 из них уже пойдут в школу. Судебные разбирательства продолжатся и займут годы, а защищенные денежные средства надо осваивать. Поэтому принято решение начать строительство социальных объектов в этом году. Но первоначальный проект сдвинули территориально. Школа на 825 мест и детский сад будут строиться на 10-м километре возле СНТ Доге. По информации Минстроя Республики Тыва и Министерства образования Республики Тыва, строительство школы уже начнется в этом году. Согласно контракту закончат строительство уже к концу следующего года. Подрядная организация ООО «Ильчей». Рядом со школой планируется строительство других социальных и государственных учреждений. В этом году у нас заключен контракт на проектирование, привязку в школу с корректировкой, получается, в связи с тем, что там отсутствует инженерная сеть инфраструктуры. Это надо будет все инженерные сети там размещать локально, то есть в том числе котельная, водозабор, да, водоотведение, очистные сооружения. После окончания судебных разбирательств на 8-м километре микрорайона Вавилинский затон будут построены социальные объекты, даже если не школа, то больница, поликлиника или детский сад. Ведь там выделено всего 7 гектаров земли, а для строительства школы по стандарту требуется 11 гектаров. Также главный архитектор региона отметил, что на Вавилинском затоне планируется строительство и современных многоквартирных домов, таунхаусов и архитектурно интересных многоэтажек. Айдана Хавалык, Чайхан Донгак, Миранергит, Тува 24. Сегодня завершающий день конкурса по резьбе из дерева. Праздник топора в этом году посвятили Году культурного наследия народов России. Среди мастеров есть те, кто вдохновился рисунками Надирушевой. Так участники из грубого дерева сотворили грациозные и утонченные фигуры. Напомню, что знаменитой художнице в 2022 исполнилось бы 70 лет. С работами мастеров познакомилась Айра Асад. 31 января этого года знаменитой художнице Наде Рушевой исполнилось бы 70 лет. Некоторые мастера вдохновились ее работами. Например, Александр Оржак работает над созданием кентавренка с венком. Александр Оржак работает в Национальном музее. В конкурсе участвует не первый год. Резьбой из дерева начал увлекаться 5 лет назад. Я выбрал тематику Надежды Рушевой в честь юбилея и сделал композицию «Кентавренок». Среди тематики воинов, шаманов, животного мира и национального колорита выделяется работа Рената Мангуша из Тандинского района. Он из грубого дерева вытачивает изящную балерину. Для участия в конкурсе я выбрал одну из работ Нади Рушевой. Этот год для нас юбилейный. Ей бы исполнилось 70 лет. Резьбой из дерева занимаюсь с самого детства. Я самоучка. Хотелось бы, чтобы в республике проводили еще больше подобных конкурсов. Ведь в Туве очень много талантливых людей. А эти работы украшали бы столицу. Праздник топора впервые провели 2 года назад. Тогда участвовали 15 мастеров. В этом году их 8. Среди них Ангчи Очур. Ремеслу резьбы из дерева его научил отец. Я в конкурсе участвую первый раз. Я начинающий мастер по стопам отца. В селе Байхак статую коня сделали. С работой «Дух воина» Субидея в прошлом году победителем стал Аракча Очур. Ныне он работает над шаманом-воином. Когда это дингисанское время, вот Субидея, в то же время были тоже некоторые шаманы-воины мы были. Именно на этом конкурсе 2-й раз участвую уже. Сейчас, думаю, вот своего сына готовлю. В 2021 году конкурс посвятили к столетию образования Тувинской Народной Республики. В этом году приурочили Году культурного наследия народов России. Я приехала из города Игарка посмотреть, познакомиться с культурой вашей республики, которой не была 30 лет. Меня
конечно, поразило мастерство ваших мастеров, что из дерева, которое мы хорошо все знаем, сделать такие чудесные вещи. Фигуры большие, колоритные, которые показывают национальные особенности вашего народа и нашего общего, скажем, нашей огромной страны. Конкурс «Праздник топора» – это отличная возможность для участников показать свое мастерство, а для жителей и гостей республики вживую увидеть, как из обычного дерева мастера вытачивают произведения. Айраса Буяноюн Чайхан Дугак, Язама Точур, Тува 24. Туву на чемпионате России по вольной борьбе, который пройдет в Кызыле, представят 15 спортсменов. В Сарыксепе идет заключительный этап подготовки. О том, как тренируются и живут тувинские борцы, расскажет Алдын Кызбуян. Туву на чемпионате России будут представлять 15 спортсменов. Для того, чтобы пройти в список участников, необходимо было пройти все 4 этапа подготовки. Один из них состоялся в Дагестане. Дагестан – это уже никому не секрет. Во всем мире номер 1 школа по всему миру. Там в основном там спарринг, партнеров много. В каждом весовой категории там по 20 человек бывает. Вечерние тренировки там в Дагестане по 300, по 400 человек находится. Далее спортсменам нужно было выиграть чемпионат Сибирского федерального округа, по итогам которого путевки на домашний чемпионат по вольной борьбе выиграло 15 человек. В резервный состав прошли и молодые ребята до 23 лет. Один из них – Агым Монгуш, ему 19 лет. Серебряный призер первого всероссийского турнира памяти Дмитрия Медяшвили. В чемпионате России принимаю участие впервые. Я собран и готов к соревнованиям. Надеюсь, что все-таки призовое место получу. С 1 июня в спортивном комплексе Каахем в селе Сарыксеп проходит 4-й этап подготовки. Здесь нагрузки не такие серьезные. Основная задача – соблюсти режим. Утром у нас зарядка 7:45, построение возле комплекса. И у нас пробежка. После пробежки у нас отработка по заданию. После пробежки, после задания у нас 9 часов завтрак. После завтрака у нас ребята отдыхают и утренний тренировка в 11 часов. И вечерний у нас, после утренней у нас 1:30 обед, и после обеда тоже ребята отдыхают, и вечером 5 часов тренировка. На тренировках задействованы 4 тренера: Айдаш Самдан, Ондар Дава, Минги Мортуйол и известный во всем мире 3-кратный чемпион Европы Опан Сад, который не только консультирует спортсменов, но и дает наставления. Побороться, показать свою борьбу, особенно дома. Порадовать своих близких, земляков. Надо, хоть кто выходит, надо свободно, вольно бороться. Все вот это желаю. Чемпионат России по вольной борьбе пройдет 24-26 июня в Кызыле. За день до начала соревнований в Кызыл прибудут 354 спортсмена. Все они из разных городов, республик, областей и краев необъятной России. Всего 44 делегации, каждую из которых будут сопровождать волонтеры, которые уже сейчас проходят обучение во Дворце молодежи. На сегодняшний день всего подали 120 волонтеров свои заявки для работы, участия, обеспечения, то есть волонтерским сопровождением чемпионата России по вольной борьбе. Из них мы основную группу будем набирать 50 волонтеров и 25 запасных. Волонтеры будут помогать гостям сориентироваться в городе и найти нужную достопримечательность, а также рассказать о ней. Желающих принять участие в масштабном мероприятии оказалось больше, чем нужно. Среди них школьники от 15 лет, студенты, а также опытные участники добровольческой деятельности. Я зарегистрирована на портале волонтеров добро.ру. Мне пришло приглашение, я, не задумываясь, зарегистрировалась на участие в международном нашем по вольной борьбе конкурсе. Поэтому я тут стараюсь быть полезной для своего общества, для своего народа, для своей страны. Волонтеры узнают об истории Тувы и Кызыла, о достопримечательностях. Также добровольцы будут знать историю вольной борьбы и именитых спортсменов. Алдын Кызбуян, Чайхан Дунгак, Владимир Сюртук, Айдана Сенденма, Тува 24. И в продолжении темы. Туву на чемпионате России по вольной борьбе будет представлять дагестанский спортсмен. Сегодня он тренируется в составе сборной в Сарыксепе. Сегодня у нас в гостях президент Федерации спортивной борьбы Буян Бурбучук.
Бен Вячеславович, вначале хотелось бы уточнить о составе сборной Тувы. Сколько человек? На сегодняшний день предварительно уже 23 участников от нашей республики будет бороться. И как вы отметили, капитан сборной это Тондугол Курежол, опытный наш борец, призер тоже, серебряный призер чемпионата России 2018 года. И в составе наших команд там тоже все те ребята, которые вот на сегодняшний день готовы выступить на чемпионате. А есть еще ребята, которые травмированы в связи с травмой, не могут выступать в нашем чемпионате. У нас вот в основном фавориты 57 килограммов. Там этот Хурейш Тондугол, Монгуш Начин, тоже серебряный призер чемпионата России. И Чамзын Амир, Монгуш Агым, вот молодые наши ребята тоже только вот перешли из молодежи, среди взрослых будет бороться, да. И вот и еще 65 братья есть Монгуши, Монгуш Чаян, Монгуш Кежик, и 61 Седен Кежик. Вот все эти ребята перспективные, и 70 килограммов это Казырык Саин. В сборной есть представитель Дагестана. Да, это точно. Он подключился к нам на заключительный сбор. У нас вот уже 4-й заключительный сбор идет. Он приехал из Дагестана, чтобы как бы тоже, можно сказать, хитро поступил. Заранее приехал, акклиматизация, там часовой пояс построиться и выступить на данном чемпионате. Сборы проходят в Сарыксепе. Почему Сарыксеп? Потому что на сегодняшний день там находится наш спортивный комплекс Кахем и база спортивная. Это на сегодняшний день принадлежит Министерству спорта Республики Тува. И там мы, это не первый, это уже позапрошлого года начали там провести учебно-тренировочные сборы, подготовительные сборы. И там на сегодняшний день условия есть в данном комплексе. И там проживают наши спортсмены и питаются. Там и столовая, кухня есть, и спортзал. Практически из комплекса можно не выходить, не ходить никуда, а все в одном комплексе. Не отвлекаться на бытовые проблемы. Да. И там, если в Кызыле было бы, то там семейные проблемы или бытовые, или учеба. Мы все от этого оградили, чтобы они спокойно и в полном таком готовились к чемпионату. Это заключительный этап. Были еще этапы? Да, были этапы. Это уже 4-й заключительный этап. До этого был первый этап тоже. В городе у нас ОФП было, общая физическая подготовка. И второй этап у нас в Дагестане, в городе Хасавюрте подготовились. И третий этап тоже у нас в Сарыксепе был. И вот сейчас уже 4-й этап тоже в Сарыксепе у нас. Кто из тренеров работает со спортсменами? На сегодняшний день работает сам старший тренер сборной, это Мортуйол Менги Вадимович, и с ними работает старший тренер по молодежи Онтар Тава Владимирович, и старший тренер тоже Хомушко Алибек Юрьевич. И, конечно же, мы подключили туда наших тоже тренеров, Алпан Цат, как тренер-консультант, тоже на сегодняшний день находится в Сарыксепе. И для практической помощи для наших ребят тоже вот действующие наши борцы. Вот Артас Сана, он приехал из Казахстана, тоже совместно с ними тренируется. И из Красноярска наши вот земляки, которые тоже будут бороться в чемпионате за Красноярск, это Кежик Чумба, Арбак Сат. Вот эти ребята, они все на сегодняшний день тренируются у нас в Сарыксепе. Внушительный тренерский состав. Да. Скажите, пожалуйста, какие прогнозы и надежды на чемпионат России? Как всегда, мы будем как максималисты. Мы должны порадовать своих земляков, наших болельщиков. И такой... В основном, как я раньше говорил, то что основной там у нас 57, который мы надеемся, не надеемся, что уверены, что 57 наш состав, наши ребята хорошо отборются, и кто-то может выиграть, кто-то стать может призером. И то, что как и в любых чемпионатах, в разных соревнованиях, всегда есть такие сюрпризы, те, которые ребята, на которого мы не надеялись, или кого-то там
ну, вот они могут выстрелить, и они вот станут и чемпионами, или призерами. Так это было в прошлом году. Смангуш начал на чемпионате России Улан-Удэ. Он как бы не все думали, что он станет серебряным призером. Даже он не думали, что он в тройке будет. Но, тем не менее, он так выстрелил. Это говорит о том, что он хорошая подготовка, хороший подход был к чемпионату. И тренерский состав отработали на все 100%. И на сегодняшний день тоже наши тренера стараются и работает. То, что от них зависит, все предоставляет и как бы отрабатывает они. Наши спортсмены будут выступать дома, в родных стенах. Скажите, можно ли считать сборную Тувы фаворитом? Можно сказать то, что основными фавориты у нас есть вот, на чемпионате. Это вот наши гости из Кавказа, вот дагестанцы, осетинцы, чеченцы, ингуши. И с нашей вот со стороны Сибири и Дальнего Востока, вот якуты, буряты, тувинцы, они тоже, да, в каждом чемпионате они вот тоже считаются в легком весе фаворитами. И в данном моменте, да, можно сказать то, что, ну, не во всех весовых категориях, но в определенных легких весах наши ребята, они можно считать фаворитами, так как они вот в последних всероссийских соревнованиях и вот таких чемпионатах СФО, да, в федеральных округах, они все выиграли, они очень успешно выступили. Кого из известных борцов стоит ожидать на чемпионате России? Ну, в предварительных заявках, да, вот из регионов отправили. С Дагестана там среди участников олимпийский чемпион Завуругуев, олимпийский призер 65 килограммов, это Гаджимарад Рашидов, и очень много победителей и чемпионов первенств мира и Европы, и чемпионатов мира. Куруглиев, там очень много составов, ну, состав очень сильный, а из Осетии тоже, да, вот олимпийские чемпионы, Заурбек Сидаков, они вот всех заявках, они имена есть, но окончательный состав их не будет определен, но ближе к чемпионату. Вопрос, который волнует очень многих: будет ли Хабиб Нурмагомедов? Да, предварительно была такая заявка, то они выходили, то, что вот может приехать Хабиб, но у него такой жесткий график, ну, как с графиком определить, они приедут так, как он, почему он хочет приехать, потому что поболеть за своих земляков, дагестанцев, и посмотреть вольную борьбу, и, ну, как бы тоже любитель. И самое главное, то, что у него тут будет бороться его родной брат. И напоследок больше хороших новостей. Тувинские животноводы стали победителями Сибирско-Дальневосточной выставки. Их встретили в торжественной обстановке на въезде в Кызыл. Напомним, что труженики села выиграли Ниву и 200 тысяч рублей. Выставка племенных овец и коз проходила со 2 по 5 июня в Чите. Наше хозяйство участвует с 2008 года. Это у нас получается уже 15-я выставка. После такой благотворной труда многолетней в этом году все-таки получили плод и все-таки вышли победителями. Устухуре состоится в 2023 году. Об этом ранее заявляли в Министерстве культуры региона. Об этом говорили и мы. Сегодня это подтвердил идейный вдохновитель фестиваля Игорь Дулуш. От имени фестиваля Устухуре, как автор проекта, объявляю о прекращении подготовки к фестивалю. В этом году фестиваля Устухуре не будет. И на этом все. До встречи в эфире.